Абслаган каррахада аслан бжения хвашечночим черайла шажерам япегит район актив алархна яза отгулит хазто ашукс жумзби отсаква рынок заша уяза ажок пайтейт района хада беслан бигва. В районе проживает 25 908 человек. В том числе городское население составляет 5244 человека. Сельское население составляет 20 664 человека. Из общего числа жителей пенсионеров 5570 человек. В бюджетной сфере работает 1250 человек. Общая площадь района 180 008 гектар. В том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения 108 000 гектар. В производстве под сельскохозяйственную деятельность отведено 59,5 тысяч гектар. Арендованных из них 6,8 тысяч гектар. Из арендованных земель используется по целевому назначению 4,1 тысячи гектар. В текущем году выделены фирме ООО «Виктория Абхаз» 520 гектар, это в селе Чугара, под посадку цитровых культур. Фирме ООО «Агропромышленный комплекс «Золотой берег» 116 гектар. Это село Адзюбжа. Под посадку фруктового сада, сырья под производство пектина. Также там планируется построить 5 или 6 заводов по производству пектина. Инвесторы с России. По налоговым платежам по этому году налог на прибыль при плане 61 миллион 166 тысяч рублей поступило 12 миллионов 122 тысячи рублей. Выполнение составило 20%. Подоходный налог с физических лиц при плане 38 миллионов рублей 484 тысячи поступило 31 миллион 889 тысяч рублей. Выполнение составило 82%. Налог на землю при плане 8 миллионов поступило 5 миллионов 659 тысяч рублей. 70% составил. Спецналог при плане 2 миллиона 594 тысячи рублей поступило 2 миллиона 510 тысяч рублей. Выполнение 96,8%. Акцизный налог при плане 1 миллион 650 тысяч рублей поступило 1 миллион 976 тысяч рублей. Выполнение составило 119%. Здесь у нас перевыполнение. Налог на имущество при плане 1 миллион 430 тысяч рублей поступило 1 миллион 239 тысяч рублей, что составило 86,7%. По расходам на образование составили при плане 151 миллион 182 тысячи рублей, фактически 95 миллионов 661 тысяча рублей, то есть 63%. На здравоохранение составили при плане 27 миллионов 765 тысяч рублей, фактически 18 миллионов 237 тысяч рублей, или 65%. На культуру, спорт и социальную политику составили при плане 26 миллионов 729 тысяч рублей, фактически 16 миллионов 905 тысяч рублей, 63%. Это по расходам. Налоговые платежи по итогам деятельности налоговой службы по Ачамчирскому району за 10 месяцев текущего года в бюджет поступило налоговых платежей на сумму 101 миллион 601 тысяча рублей, при плане 115 миллионов 481 тысяча рублей. Выполнение составило 88%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическим поступлением налоговых платежей составила 13 миллионов 880 тысяч рублей. Таким образом, в республиканский бюджет поступило 34 миллиона 306 тысяч рублей, в местный бюджет 67 миллионов 294 тысячи рублей. Динамика роста по всем видам налоговых платежей положительная, кроме налога на прибыль. При плане 59 миллионов 813 тысяч рублей поступило 12 миллионов 521 тысяча рублей. Отклонение составило 47 миллионов 880 тысяч. Причиной невыполнения плана по налогам на прибыль является отсутствие промысловой хамсы в период Путины 2020-2021 года. От строительных работ курортного объекта в селе Тамыш поступило 17 миллионов 972 тысячи рублей, а после ввода в эксплуатацию, это то, что в республиканский бюджет, а после ввода в эксплуатацию за неполный курортный сезон в местный бюджет поступило 4 миллиона 324 тысячи рублей. Экономические показатели. На территории Ачамчирского района функционирует 466 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 413 – это индивидуальные предприниматели. Фактическое количество бюджетообразующих предприятий – 48. В настоящее время в районе функционирует 26 образовательных школ и одно дошкольное учреждение – детский сад «Ацех».
В районе обучается 2166 учеников школы, обеспечены преподавателями. Общая численность педагогических работников составляет 495 человек. В некоторых школах нет центрального отопления, отсутствует водоснабжение. Не во всех школах имеются столовые и буфеты. Сельские школы обслуживаются работниками местных ФАП. В 10 школах имеются спортивные залы, в 12 их вовсе нет. В 20 школах учащиеся обеспечены подвозом автобусами. Имеются 22 единицы транспортных средств, но 2 из них подлежат списанию. К сожалению, из-за плохого состояния дорог автобусы часто выходят из строя. Требуется большое финансирование по содержанию автопарка в нормальном состоянии. В районе имеются также 2 аварийные школы. Это город Очамчира, школа номер 4, и в селе Мук, где школа после обрушения размещается в здании бывшей сельхозадминистрации. Годовой фонд заработной платы школы 105 миллионов 559 тысяч рублей. Дошкольное учреждение детский сад Адзых 4 миллиона 877 тысяч рублей. Отчет по оплате за электроэнергию. За 10 месяцев 2021 года всего начислено 40 миллионов 832 тысячи рублей. Из них оплачено 12 миллионов 738 тысяч рублей, что составляет 31,1%. По юридическим лицам 1 миллион 316 тысяч рублей, по физическим лицам 56 миллионов 889 тысяч рублей. Задолженность по электроэнергии по городу составляет 16 миллионов 046 тысяч рублей, по селам района 12 миллионов 047 тысяч рублей. Общая задолженность с 2017 года за потребленную электроэнергию составляет 228 миллионов 228 тысяч рублей. В Очамчирскую больницу всего в связи с заболеванием ковид обратилось 11 784 человека. Подтвержденных случаев из них 3654 человека. На стационарном лечении пролечено 676 человек. На амбулаторном лечении находится 170 человек. Из стационара переведены в другие медучреждения 79 человек. Летальный исход в больнице от ковида 1 человек. Общее количество 22 человека. На данный момент в стационарном лечении проходит 21 пациент. По вакцинации вакцинировано спутником 430 человек, спутником Лайт 284 человека. Следующий вопрос по инвестпрограмме. Содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия за 2020-2022 год по Очамчирскому району. Запланирован ряд мероприятий, часть из которых выполнена. Дорога села Мук, Верхняя, протяженность 8 километров, не начата. Дорога село Миркула, протяженность 3 километра по суммам. Мук 44 миллиона 183 тысяч рублей. Дорога село Миркула, протяженность 3 километра, 16 миллионов 972 тысячи рублей, не начата. Внутригородские дороги, город Очамчира, протяженностью 2 километра, на 13 миллионов 200 тысяч рублей, не начата. Водозаборное сооружение, село Мук, 53 миллиона 864 тысячи рублей. Мы сегодня там были, работы начались. Срок окончания работ декабрь 2022 года. Освещение трассы Псовый-Унгур, участок Сухум-Очамчира. Первый этап 2021 года 19 километров, 76 миллионов 979 тысяч рублей. Работы ведутся. 2 подпорные стенки в село Мук, галерея и мост. Общая сумма 10 миллионов рублей. Выполнено из резервного фонда президента. Капремонт распределительных электросетей 9 миллионов 970 тысяч рублей. Завершены. Село Тамыш. Асфальтное покрытие, улица Братьев Зонтария. 18 миллионов 957 тысяч рублей. Завершены. Дважды в результате стихийных бедствий произведено укрепление и ремонт автодороги Псовый-Унгур на участке в районе села Кинд. Укреплено русло реки в селе Лашкиндар. Проведена работа по углублению русла реки Дгамч в селе Чгарда. Проведен ремонт ПЦР-кабинета в здании СЭС. Проведен ремонт в здании центральной больницы, ковидное отделение и обустройство помещений для хранения кислородных баллонов. Также приобретен генератор по финансовой поддержке рыболовецких хозяйств и установлен для бесспойного электроснабжения больницы. Выложена тротуарная плитка, брусчатка на территории, прилегающих к Сбербанку, 800 квадратных метров.
Беслан бигва яжо хонев Сеслан Бжени аззара кой суртит район ахадишха избанза ражо хочо ялка за хабхазара ка жара экшомыз Аслан Бжени хейт аси пшайзарачы ачазыqазар бзе атахны шуко язвейти ражо хочо ишарбамыз а инвестиция программа ха квертагданы районачы имя пгаз аусура корпы. В этом году какие-то объекты в районе введены в эксплуатацию, какие-то инвестиции привлечены, иностранные или местные. Какое-то количество рабочих мест создано в районе или нет? В этом году объект введен в эксплуатацию Тамыш-Вилледж, Золотое руно в селе Тамыш, и введен в Смойлом заправочная АЗС водороду. А почему это не нашло отражения в докладе? Какие суммы инвестированы были в район, сколько рабочих мест, какой бюджетный эффект от этого? Это же дело сделано. И вы, как представители данного района, к этому отношение имеете? Какие-то объекты в районе строятся, переходящие объекты есть на частные деньги. Местные инвесторы, иностранные инвесторы. Что-нибудь в районе делается? Об этом кто-то знает здесь что-нибудь? У нас серьезное совещание. Здесь собрались люди, от которых зависит судьба жителей Чимчирского района. Главы сел, которые пришли, и руководство. Прежде чем выступать с докладом, надо все несколько раз перепроверить, насколько это соответствует положению дел. Беслан, мы вот пока первый раз в таком формате работаем. Дальше я буду на это обращать внимание. Самое главное, чтобы ты обратил на это внимание. И таких опечаток, чтобы здесь не было. Это аппарат главы администрации. Это к вам отношение имеет. Все, кто составлял этот материал. Ясно все? Главы всех сел сегодня здесь присутствуют. Почему не все села представлены сегодня на совещании? Кого нет, по какой причине? Что так часто беспокоит здесь руководителей из Сухума, что главы сел не могут собраться? Они знали о том, что мы сегодня будем встречаться? Все главы сел знали об этом? Потом проинформируйте меня, по какой причине нет и кого нет. Беслан, все нужно начинать с элементарной трудовой дисциплины. Рабочий день без 10-9 должен начинаться. Ну и желательно, чтобы он заканчивался после 18. И элементарная дисциплина. Сегодня большая встреча, а глав сел нет. Мы готовим отчет, а некоторые цифры в отчете отражения не нашли. Айзараджа акриминаген тагло зааша зипшро зажох пайзета милиция Чимчирапи район Пуша айхабы ахрачагва. По указанию министра внутренних дел за текущий год велась усиленная работа по выявлению и изъятию незаконно приобретенного огнестрельного оружия и наркотических средств. По сравнению с прошлым годом у нас наблюдается увеличение количества изъятого огнестрельного оружия и наркотических средств. Также хотелось бы отметить, что снизилось количество зарегистрированных преступлений по таким видам, как разбой, грабеж, хулиганство, ДТП со смертельным исходом. За 10 месяцев 2021 года в ОВД по Ачимчирскому району было доставлено 265 человек. Для установления личности 118 человек. Административно осуждено 75 человек. По уголовным делам 29 человек. На судебные процессы 23 человека. В отношении граждан Российской Федерации, находившихся на отдыхе в летно-курортный период, совершено 3 преступления имущественного характера, из которых раскрыто 2 преступления. С 1 мая по 1 октября 2021 года личным составом ОВД по Ачимчирскому району круглосуточно проводились мероприятия по охране общественного порядка в селах Тамыш, Кондых, Араду, Отап и в городе Ачимчира. Службой ГАИ ОВД по Ачимчирскому району за 10 месяцев зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 2 человека, ранено 21 человек. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 19 ДТП, в которых погибло 5 человек, ранено 26. Таким образом, разница количества ДТП снизилась на 6 единиц. По погибшим на 3 человека, по раненым на 5. За отчетный период сотрудниками ГАИ ОВД по Ачимчирскому району выявлено 5517 нарушений правил дорожного движения. За аналогичный период 2020 года выявлено 3800
7 нарушений правил дорожного движения. По сравнению с прошлым годом разницу составило 1709 нарушений. То есть это в плюсе. Штрафов начислено на сумму 4 миллиона 193 тысячи 950 рублей. В прошлом году у нас начислено, значит, 1 миллион 888 тысяч рублей. На сегодняшний день в Кодорах у нас там в этом году, значит, мы построили в Кодорах и в Тамашах опоры. Там висят очень качественные, хорошие камеры с фото- и видеофиксацией. Также въезд в город, мост села Илыр и перекресток Тпарчал. На сегодняшний день у нас проблем с транспортом нету. Нам хватает. У нас и до этого были машины неплохие, а сегодня уже полный комплект в этом плане. Хотел отметить именно по работу по майнингам. С начала года с силами МВД, это наш с МВД общий отчет, отключено 6177 аппаратов по незаконной добыче криптовалюты. В начале года аппараты они не изымались из-за того, что не были оборудованы склады. Они опечатывались на местах. После того, как оборудовали склады, значит, было изъято и направлено в склады хранения 1318 аппаратов. Также всего отключено и опечатано 82 объектов, где ранее установлены были. А район актив рейзера Джапс на министрак пихатыпой акытан хамия министр Беслан Джапова за открылый, а район же энергизо акытан хамят проект Кварзара. بسنا حندكرج تمشي الريون يحا كتن خامي ريون حي بخزوب ونسويت حندكرا عقيش توسي بخزان وبري عند بنسرا التوريزم جيشتوي نسرا تشبشقة كوي حنربوت وبتمشي عارتو نبلقا جيور تزيجينس ياشوب ويا خرخرت الله يتسدلو بخا جيوسي عزيجا كتا كوزلارا تشوالا نبز لكو جيزلارا تشوالا نسحارا يجدروت проект كويتسو جاب مليوني ناتسنا أبري проект الله أبري ريون أنس في ريالا في زبرا ريون حبر نبى دراك شحاتني حزين ريشت إذا проект كوا أبر تامي بكرة حجوب أبرا يلا خزبط سخرو خب شح проект كوا يردروت يلرك أود يرتخو حد رجالو خرخرت الله حرا بارالاكم كوا حنتكاري عن صوت يروس كوينس بارا جيخ اختنزتو أب وسك زخم شو جيوخا تشمشير ريون حموب يالر تزرت شو بقى حرا حد حكيت أبرا وجران زيحون يحب يجي زوج проект خيو أبرت проект فرعون يربوب خرخرت سيو زيج النبال كلرا ناس وسادور عرخ أيتا حرا ناس تسيتروسوم باحشوم زيج خكسيو زيجار خوازرين دركنا. В отчете главы администрации прозвучали определенные цифры. Вы видите и знаете о том, что в районе, в Очимчирском, в рамках реализации инвестпрограммы идет многоплановая работа по водоснабжению города, по строительству местных дорог, по доведению до логического конца того детского объекта, детского сада и ряд других мероприятий. Это все будет у нас продолжено. Несмотря на то, что у нас в этом плане очень скромные возможности, руководство страны обращало и обращает особое внимание на Очимчирский район. В 2022 году завершается инвестпрограмма 2022. С 2023 года будет реализация другой инвестпрограммы. Там параметры будут иные, они будут чуть больше. И в плане решения проблем очимчирских, там суммы будут более значимые. Но на что я хотел бы обратить ваше внимание. В этом году был неплохой туристический сезон. Была возможность, конечно, не обогатиться, а какие-то деньги заработать. На этом фоне мы ожидаем и ожидали увеличения собираемости налогов, увеличение собираемости за потребленную электроэнергию. В части налогов картина в Очимчирском районе самая сложная. Мы понимаем, что Путины не было, и выпал налог на прибыль. Это все понятно. Только мне до конца непонятно, почему мы не можем собрать налог на землю. Ставка этого налога небольшая. Мы давно не вносили туда изменения. По какой причине налог на землю не собран, мне непонятно.
Я подозреваю, Беслан, что по причине того, что нет должного административного пресса на руководителей сел, на то, что с них за это не спрашивают, на то, что они работают в очень расслабленном режиме во многих селах. Есть предприятия, которые работают, во многих селах есть отдыхающие, а показатели по оплате за электроэнергию и за налог на землю как были низкими, так и остались. Но нет такой возможности делать подарки, бесплатно поставлять свет мы не можем населению, у нас его нет. Если ранее какие-то политики говорили о том, что это возможно, это было вранье, это невозможно. Беслан, у нас на эту тему разговоры были. Сверхлимита потребления идет. Значит, мы не дорабатываем на местах. Власть не только же в Сухуми, районная власть, власть в селах, главы администрации сел. Вы на это дело обратите внимание, никого жалеть не надо. Если мы не будем требовать с руководителей сел, это будет вызывать возмущение у нашего населения. Это люди, которые называют себя членами команды президента. Это вертикаль власти. Я вот с других не могу спрашивать, а вот со своих подчиненных я обязан спрашивать так же, как и вы. Абснафинт Карла, когда Аслан Бжения, у Баски так притет, актив ялах в Зарапа.